Добрый день! Мы продолжаем обсуждение права в контексте цивилизационных институтов. И в качестве вишенки на торте давайте рассмотрим право широко, с цивилизационной и поведенческой позицией. Что такое цивилизация и какими средствами она достигается? Это состояние общества, которое характеризуется появлением неких устойчивых форм поведения, отличных от инстинктивного, животного поведения. В состоянии цивилизации поведение людей перестает быть произвольно-инстинктивным. Оно становится предсказуемым, ожидаемым и регулярным. Но ожидаемость, предсказуемость и регулярность поведения как раз и достигается установлением правил. Не только право превращает дикость в цивилизацию, но право является наиболее сложной, наиболее сильной и развитой системой правил. Поэтому для меня право и цивилизация – синонимы. Оценивать степень цивилизованности общества можно по степени развитости и сложности правил, которые работают в этом обществе. А самой развитой и сложной системой таких правил является как раз право. Разум, а заодно и воля, начинаются тогда, когда мы оказываемся в состоянии отказаться от маленькой, но немедленной выгоды в пользу выгоды большей, но отдаленной. Я иду по улице и вижу тепло одетого человека. Допустим, что я физически сильнее, и мне холодно. Что заставляет меня отказаться от немедленной выгоды того, чтобы силой отобрать его одежду? Ведь так мне здесь и сейчас станет теплее. Дело в том, что если в обществе все начнут силой отбирать все друг у друга, то жизнь станет кошмарной и короткой. Именно ради большой, но отдаленной выгоды комфортного социального существования я отказываюсь от насилия и мирно прохожу мимо. Мне даже не нужно об этом думать, потому что в обществе уже существуют правила, которые запрещают силой отбирать чужое. Эти правила бывают разными. Некоторые из них говорят, что бить людей нехорошо. Это моральные правила. Другие же говорят, что этот человек такой же, как я, что он равен мне, а его интерес ничуть не менее ценен, чем мой. Такое правило уже является правовым. Чтобы подвести итог всему, что мы сейчас сказали о праве, позвольте предложить другое определение права. Возможно, тоже не полное, немного сложное, но стоящее осмысления. Для меня право есть норма поведения, основанная на признании и уважении чужого интереса. Несмотря на отношение к юристам как к людям сухим и черствым, право сходно с поэзией. Оно является выражением величия и свободы человеческого духа в строгих и лаконичных языковых формах. Только поэзия выражает внутренний мир человека, а право оформляет его внешнее проявление в масштабах всего общества. Мы закончили обсуждение понятия права, его связи с цивилизационными институтами. Благодарю вас за внимание.